Страшное убийство 3 человек в Менделеевске. 38-летнюю женщину и ее 2 сыновей. Одному 19 лет, другому 2 года. По версии следствия, жестоко зарезал бывший муж убитый. Причем младший мальчик – его сын. Выжить удалось лишь их 12-летнему брату. Он раненый, смог убежать через окно и сообщить о трагедии. Президент Татарстана дал ряд поручений о жестком контроле расследования уголовного дела и помощи выжившему ребенку. История жуткой трагедии в репортаже Айрата Назипова. Они были уже в разводе. 41-летний Айнур Харисов пришел к бывшей семье в гости в одну из квартир дома по улице Юбилейной в Менделеевске. Он периодически навещал своего 2-летнего сына. В тот вечер мужчина был сильно нетрезв. Следователи не сомневаются, именно он нанес ножевые ранения 38-летней бывшей супруге. Под руку попал и 19-летний пасынок, но и на нем мужчина не остановился. Подозреваемый также не пощадил своего 2-летнего сына. В кровавой бойне выжил лишь 12-летний мальчик. На шум борьбы из соседней комнаты вышел 12-летний пасынок Харисова, которому тот велел покинуть помещение. Ребенок выскочил в окно и обратился в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов женщина и молодой человек были мертвы. 2-летний ребенок скончался по дороге в больницу. Выживший мальчик в одном нижнем белье и с окровавленными руками и ногами по морозу добежал до круглосуточной пекарни. Все, что происходило внутри, зафиксировала камера видеонаблюдения. Работники заведения, поговорив с мальчиком, вызвали на место бригаду медиков, после чего ребенка госпитализировали. Ребенок 12 лет сейчас находится в крупном лечебном учреждении региона, в Набережных Челнах находится. Состояние его с точки зрения ранений не вызывает никаких опасений. У него поверхностное резное ранение грудной клетки, не требующее даже хирургических вмешательств. С ним сейчас работают психологи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Ребенку окажет помощь детский омбудсмен Гузель Гудачина. На данный момент выясняется, не состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, не считалась ли неблагополучной. Айнур Харисов после преступления скрылся, однако в кратчайшие сроки был задержан. Позднее он объяснил, что совершил убийство на почве ревности. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый уже трижды был судим за кражу и нанесение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство 2 или более лиц, в том числе малолетнего». Закон за подобное предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.